Этого события в селе Малые Шерданы ждали почти 10 лет. На родине татарского ученого-просветителя Каюма Насыри библиотека впервые открылась в 1932 году. За это время здание обветшало, и в 2013 его закрыли. Восстановлением занялась выходец из села Асия Губайдуллина. Обратила внимание, что деревня угасает, что будущее здесь очень плачевно, поэтому что-то надо было делать. В 2019 году мы разобрали старое здание, мы восстановили объемно-планировочно такое же здание, какое здесь было. Здание библиотеки-музея построила на свои деньги. На президентский грант приобрели стеллажи и витрины, выкупили из частной коллекции книги Каюма Насыри. Выдающийся ученый, писатель и просветитель, он любил свою родину, свой народ и много сделал для его развития. Каюм Насыри всю жизнь занимался просвещением татар. Мы говорим сегодняшнему молодому населению, молодому поколению, надо брать пример у таких людей, как Каюм Насыри. Только через просвещение, через культуру нужно довести до народа духовное наследие. Сельчане говорят, Каюм Насыри прославил их село. Теперь они должны сохранить память о нем. Музей-библиотека теперь рядом с мечетью Каюма Насыри. Именно он взял на себя финансирование ее строительства в 1901 году, а в 2017 году в его память мечеть полностью отреставрировали. Родилась там, где он родился. И у нас рядом там есть колодец, который его отреставрировали. Этот колодец существует по сей день. Мы пользуемся этой водой. Мы повышаем привлекательность этой деревни. У нас конечная цель наших работ до 2025 года пустить законный туристический маршрут. Это не даст деревне умереть никогда, и она будет эта деревня всегда жить. Будет жить и память о великом просветителе. Через 4 года, 200 лет со дня его рождения. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.